Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и я представляю гостя Екатерина Самсонова, заместитель председателя Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Екатерина Викторовна, здравствуйте. Итак, вот одна из самых, наверное, ключевых тем – это был ежегодный съезд, который состоялся в Москве именно с отделениями партии под руководством Сергея Миронова. Какие задачи были обозначены, какой курс? Смотрите, 26 октября в Москве прошел 14-й съезд партии, на котором был обозначен курс движения партии на 25-26 года и, соответственно, подготовка к выборам в Государственную Думу. Про курс я расскажу сейчас чуть позже. Хотелось бы дальше также сказать о том, что параллельно на площадке съезда параллельно все мероприятия происходили в течение 2 дней. Съезд Палаты депутатов – это депутаты различных уровней, которые собрались со всей России, поделились теми законодательными инициативами, наработками, которые происходят в их регионах, поделились полезным опытом, переняли опыт друг у друга. Параллельно происходил съезд Социал-демократического союза женщин России, где обсудили важные вопросы традиционного воспитания, семейных ценностей, гендерного равенства, то есть то, что мы пытаемся ориентироваться и ориентировать нашу молодежь на Запад, не является совсем правильным. Почему? Потому что у нас всегда были свои ценности, всегда были свои традиции, и женщины у нас остаются женщинами, несмотря на то, что во многом пытаются быть в чем-то наравне с мужчинами. Также Центр защиты прав граждан. Ему в этом году исполнилось 10 лет. Филиалы существуют по всей России. Это центр, который бесплатно оказывает юридическую помощь. То есть каждый гражданин, если у него есть какие-то проблемы с приставами, с пенсионным фондом, с управляющими компаниями, коммунальные платежи, то есть любые проблемы, которые возникают, он может прийти в наш центр, обратиться, написать письменное заявление, обратиться устно. И специалисты центра ему абсолютно бесплатно окажут консультацию, помогут составить заявление, в редких исключениях помогут представить его интересы в судах. То есть огромное количество полезных кейсов и огромное количество побед по всей России, которые центр принес. То есть очень полезная структура, и я, конечно, хочу, чтобы и граждане нашей республики точно так же знали об этом и обращались по мере возникновения у них этих вопросов. Параллельно прошел съезд молодежи «Справедливой России». Это молодежь от 18 до 35 лет, активная прослойка молодежи, которая заинтересована и в политике, и в том, как живет их государство, и в том, куда мы движемся, и им не все равно. То есть они хотят развиваться, они хотят двигаться, и они хотят принимать участие в жизни общества, государства и в политических съездах. То есть на самом деле партия – это не просто партия, это многогранная структура, которая охватывает все прослойки общества, населения и может заинтересовывать не только тех, кто интересуется политикой, но и любые слои населения, которые просто не безразличны к тому, как мы живем и как будут жить наши дети в последующем. Если говорить о том, куда партия будет двигаться в ближайшие 2 года, то на сегодняшний день на съезде партии была принята резолюция. Этой резолюцией было утверждено, что на сегодняшний день наша партия, ни для кого не секрет, является социалистической, но на сегодняшний день мы понимаем, что просто социализм и равенство этого мало. На сегодняшний день, то есть главный тезис в наших партийных программах, это будет патриотический социализм. То есть что это такое? Все мы прекрасно знаем, за счет чего была выиграна Великая Отечественная война. То есть патриотизм и идеология в первую очередь. И если сейчас в нашем обществе на делах не будет развиваться идеология и патриотизм, то мы не сможем вывести наше государство к нужным высотам и к достижениям. Люди должны быть уверены и понимать, что государство им гарантирует минимальные какие-то потребности, что они будут обеспечены жильем, что они получат достойную медицину,
бесплатное, качественное образование, что они могут рожать детей, потому что им есть где жить, да? Зарплаты, достойный уровень зарплат. То есть те идеи, те смыслы жизни, к которым им необходимо по большому счету двигаться. Екатерина Викторовна, вот такие основополагающие постулаты были приняты на минувшем съезде. Как предполагается уже реализовывать их в региональном отделении? Уже есть какая-то концепция именно проведения мероприятий именно здесь, в Башкортостане? А здесь на самом деле, смотрите, по большому счету ничего сверхъестественно нового не происходит. То есть у нашей партии всегда все законодательные инициативы, они были направлены на обеспечение гарантированных прав граждан нашего государства. Соответственно, все инициативы происходят в первую очередь на федеральном уровне, то есть в Государственной Думе, и потом уже далее спускаются на местные уровни, в законодательные собрания, у нас это Курултай, и, соответственно, муниципалитеты. Так как законодательные инициативы, они различаются с точки зрения того, кто имеет право их принимать, то, безусловно, то, что для нас с вами является самым-самым основополагающим и важным, оно в основном принимается на федеральном уровне. Мы уже на уровне региональном можем только варьироваться в тех рамках и пределах, которые позволяет нам региональный уровень. Вот. Поэтому большинство инициатив, которые обсуждались на съезде, это все-таки федеральные инициативы, от которых будет зависеть, как будет жить каждый регион и какой уровень, соответственно, будет жизни у людей в каждом регионе. С какими инициативами сейчас выступает региональное отделение у нас в Башкортостане? Какие-то есть предложения, возможно? Смотрите, у нас на сегодняшний день, о чем стоит сказать, да? То есть Центр защиты прав граждан, про который я уже сказала, функционирует ежедневно 5 дней в неделю, то есть все граждане, которые приходят, получают полноценную юридическую помощь. То есть это те реальные дела, которые осуществляются здесь. На сегодняшний день у нас все депутаты ЗАГС Собрания, я сама как помощник депутата Государственной Думы, мы на регулярной основе проводим приемы граждан. Люди приходят с абсолютно разными вопросами и проблемами. Настолько, насколько их возможно решить как на региональном, так и на федеральном уровне, мы подключаемся где-то в ручном режиме, где-то путем запросов, обращений в те или иные государственные муниципальные учреждения, инстанции, помогаем людям решать эти вопросы на местах. И в различных муниципалитетах и местных отделениях сейчас организована все-таки большая помощь и СВО, и собирается гуманитарная помощь. Женщины на регулярной основе плетут те же самые сети, делают свечи, то есть собирают какую-то гуманитарную помощь. Есть в том числе акция, которая объединяет большинство неравнодушных людей, это «Бумеранг добра». То есть это помощь детским домам, пожилым людям, домам престарелым, просто людям с какими-то ограниченными возможностями, которым нужна та или иная помощь. Соответственно, мы стараемся не просто законодательными инициативами, а в любом случае реальными делами, и чтобы люди, которые хотят получить помощь, которые нуждаются в помощи, чтобы они ее могли получать реально. Большинство законопроектов, они есть и существуют. Вопрос их применения и вопрос, чтобы они все-таки полноценно работали. На сегодняшний день очень много обращений и от участников СВО, которые приходят в отпуск, от близких участников СВО. Поэтому вот в этом направлении ведется очень большая работа. Вы сказали уже о том, что Центр юридической помощи функционирует у нас здесь, в Республике Башкортостан. Но вы еще говорили, что на федеральном уровне идет работа очень тесная, плотная с молодежью. А вот как у нас в Башкортостане с молодежью работает? Да, безусловно, с молодежью мы работаем. И здесь хотелось бы сказать, что молодежь, по большому счету, это наше будущее. Мы четко должны понимать, что те, кто сегодня делают что-то для государства и для того, чтобы мы жили лучше, принимают законопроекты, буквально через 10, 20, 25 лет будет полная смена. И придет нынешняя молодежь, нынешние студенты уже
и в государственные структуры, и в бизнес придут. От того, какие они будут, будет зависеть то, куда мы будем двигаться. И вот здесь же мы, возвращаясь, можем с вами как раз сказать, что патриотизм не на словах, а на деле, он на самом деле здесь является самым важным. То есть чтобы молодое поколение, которое сейчас становятся родителями, будет воспитывать своих детей, они видели, для чего они это делают, почему они любят и должны жить в этой стране, почему они должны стремиться здесь принести свое благо. Это очень важно. Посмотрите, как количество молодежи старается уехать куда-то. И это же тоже проблема. То есть если молодые люди у нас уезжают из села, из мелких городов, учиться в более федеральные центры, что мы получаем? Что они не возвращаются чаще всего уже на место. Итогом мы получаем, что в муниципальных образованиях у нас не хватает врачей, не хватает учителей, соответственно, теряются рабочие места, и на местах муниципалитеты начинают загибаться. То есть мы начинаем решать проблему того, а как их привлечь. Соответственно, вот здесь та же самая законодательная инициатива по поводу того, что образование, оно должно быть бесплатное. Первое образование, высшее, техникум, СУЗы, вузы, они должны быть бесплатные. Но при этом те студенты, которые отучились, должны возвращаться и отрабатывать по направлению тому бюджету, который, по большому счету, им оплатил обучение. Таким образом, мы можем обеспечить и проблему того, что у нас будет уезжать молодой специалист, те же самые врачи и учителя будут уже работать там, где в медицине, конечно, на сегодняшний день существует практика отработки, в других специальностях, конечно, с этим значительно хуже. Во-вторых, мы будем получать, что молодежь, которая закончила высшее образование, они гарантированно имеют рабочее место, и это тоже уже будет очень хорошо. Давайте посмотрим глубже. На сегодняшний день проблема демографии очень серьезная. К сожалению, в этом году статистика показывает, что подобной демографической ямы мы еще не достигали. Но если реально и трезво посмотреть на вещи, то мы понимаем, что следующий год и ближайшие несколько лет, к сожалению, лучше не станет. Почему? Большое количество мужского населения у нас сейчас, к сожалению, не находится дома, либо не возвращается. И это нужно признать. Женщины, которые здесь остались с одним ребенком, либо с двумя, им сложно, либо не от кого, либо сложно решиться на то, чтобы пойти дальше рожать. Даже те семьи, которые есть здесь, вопрос жилья. С учетом того, насколько сейчас растут ставки, то есть даже ипотека, за счет которой многие выходили из положения, на сегодняшний день становится недоступна. Поэтому наша партия предлагает, что при рождении детей должна субсидироваться та или иная процентная ставка, либо определенная сумма от покупки жилья. То есть от рождения первого, второго, третьего ребенка сумма должна быть градироваться. Вот. В любом случае необходимо пересматривать средства материнского капитала, нужно увеличивать. И увеличивать именно тоже, опять же, градация первый, второй, третий ребенок. То есть это очень важно. Если мы говорим с вами про пенсионный возраст, то, безусловно, необходимо возвращать пенсионный возраст, тот, который был ранее. И это точно так же связано в том числе и с демографией. Бабушки, дедушки, которые выйдут на пенсию, они смогут, во всяком случае, уже обеспечить присмотр своим внукам, а, соответственно, их родители смогут спокойно работать, по большому счету. Те пенсионеры, которые не захотят уйти на пенсию, либо по состоянию здоровья могут себе позволить работу, они в любом случае будут работать. Но при условии, опять же, если будут индексироваться пенсии. То есть наша законодательная инициатива, что необходимо вернуть индексацию пенсий и проиндексировать за тот период, который они не индексировались. Вот. Екатерина Викторовна, спасибо вам огромное. Очень полный ответ мы получили. Очень у вас интересные инициативы, которые, я надеюсь, у вас получится воплотить в жизнь. Спасибо огромное. Вам спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.
Thank you.